Всем привет, друзья! С вами канал Дистрашный Тест. И сегодня у нас на обзоре абсолютно новый автомобиль 2021 года Hyundai Solaris и Карась. Итак, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris в комплектации Pro Safety, это максимальная комплектация, вы получаете автомобиль, в котором много различных опций, конечно, но не будем забывать, что это бюджетный класс автомобилей, и ждать какой-то роскоши прям такого не стоит. Это автомобиль исключительно рабочая лошадка, которую ты можешь передвигаться с пункта А в пункт Б беспроблемно, ездить там по каким-то рабочим делам, допустим, как рабочий автомобиль он подойдет, как... Да вообще, в принципе, если вы просто ездите по городу, вам этого автомобиля вполне достаточно. Если вы не нужна вам роскошь, не нужны вам какие-то там супер навороты и прочее. В целом все есть, все, что нужно для обычного водителя. Если сравнивать опять-таки с японским автомобилем, здесь даже есть больше, чем в японском автомобиле, допустим. Про моторы на Hyundai Solaris. Как я уже говорил, здесь у нас максимальная комплектация, а двигатель, соответственно, 1.6. Двигатель 1.6 бывает также здесь и 1.4. Все это моторы гамма-серии. Это уже второе поколение этих моторов. Тут отличается оно двумя фазовращалками на впускном и выпускном валу. На старых поколениях было только на впускном валу. Собственно говоря, самый беспроблемный мотор считается сейчас вообще в России, который собираются они, естественно, в Китае, но что сейчас не собирается в Китае, но именно под хёндовским, так сказать, кропотливым присмотром и дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров на весь автомобиль. Поэтому, соответственно, можно с надежностью, с уверенностью брать эти автомобили с такими двигателями. Итак, проблемы, частые проблемы, это единственное, что катализатор. Он расположен близко к, соответственно, блоку цилиндров. Когда он рассыпается, частицы этого катализатора попадают в цилиндры, ну и, соответственно, получают задиры. Здесь блок у нас с чугунными гильзами. Многие думают, что типа они одноразовые, на самом деле гильзы может делать. Вообще, в целом, эти моторы ходят 400-300 тысяч без каких-либо проблем. И если вы меняете масло, как положено, типа 7500, 5000 километров, то они проходят и 700 тысяч. Там есть куча уже, наверное, видосов, всяких фотографий, где эти проходят 700-800 тысяч километров. Короче, самый беспроблемный мотор. Да, он немного шумноват, конечно. Типа цоканье, вот это такой звук. Сейчас заведем, вот послушайте. Немного просто непривычно, может быть, после японца. Вот именно работа форсунок, такое стрекотание. Но в целом, вот сейчас послушайте. В целом, двигатель беспроблемный абсолютно. Как она разгоняется до сотни? Сразу переходим к задней части автомобиля, и что мы видим? Мы видим продолговатые, длинные, такие уходящие на крыло, аж почти до середины крыла фонари. Они, кстати говоря, полностью диодные, это как бы максимальная комплектация у нас, поэтому они полностью диодные. Единственное, что повороточка у нас обычная лампочка. Но это, собственно говоря, не так бросается в глаза, как обычно, когда видишь ламповые такие задние фонари. Такой массивный бампер с черным некрашенным пластиком, с такими катафотами. Такой диффузор, ребрышки, красиво, поспортивнее, да? Ну и такая, получается, массивная задняя часть. Что касается профиля. Машина Б-класса, типа компакт, но довольно длинная, колесная база хорошая, то есть колеса почти максимально, что вперед, что зад ушли. Единственное, что вот это максимальная комплектация, здесь 16-е колеса стоят. Хотелось бы чуть-чуть побольше, но если поставить сюда чуть-чуть побольше,
то тогда у вас потеряется комфорт движения. А как вы все представляете, комфорт движения очень важен для наших дорог. Поэтому 16 колес здесь в самый раз. Ну, дизайн дисков это тоже максимальная комплектация. Поэтому вот такие диски. Небольшие хромированные там вставочки, то есть это ручки, вот эта окантовка, подоконник так называемый. И еще прерогатива максималки — это повторители в зеркалах. Я как корреспондент Первого канала говорю вам про переднюю часть Hyundai Solaris. В общем и целом, здесь у нас полностью диодная оптика, ходовые огни, дальний, ближний, ну и галогеновые туманки. Галогеновый туман скажут многие, что это, почему галоген, почему не идет. Галоген на самом деле очень хорошо светит в туман, в дождь, в слякоть, в непогодицу, поэтому его лучше видно, и галоген здесь намного лучше решает. Темный хром решетка, большие вырезы. Единственный минус, надо ставить по-любому сеточку внутрь, чтобы камушки большие не залетали. Хромированная решетка. Очень такая интересная форма капота, то есть это у нас вся перед, это тоже пластик, а вот уже капот. Ну, такое интересное решение стилистически, то есть не целиковый вот такой капот, как обычно мы привыкли видеть на японских автомобилях, допустим. Здесь как будто бы поделен на какую-то 1/8 часть. Капот разрезали и сделали это капот, а это пластиковый. Это, наверное, кусок бампера, скорее всего. Что это, бампер? Наверное, бампер. Все-таки, я думаю. Или это решетка. Ну, что-то такое. Довольно стильно смотрится. Парктроники, кстати говоря, опять-таки, как вот на китайце мы смотрели, покрашены в цвет кузова, не так сильно выделяются. Это хорошо. Ну и бампер, кажется, что он низкий. На самом деле, сейчас мы возьмем рулеточку и померим до бампера. Заметим еще вот такие черные вставочки красивые, такие угловые. Ну, в общем, интересно, много таких вот граней. Интересно, сколько там сантиметров? 23. 23 сантиметра до бампера. Поэтому можно вот спокойно проехать, собственно говоря, вот на этот бордюр или на этот бордюр спокойно можно проехать, упереться, припарковаться, не боясь повредить что-либо. А если сюда поставить резину повыше, то вообще жип, внедорожник. Едем дальше. Знаешь, что меня еще немного напрягает? Антенна. Она какая-то выделяющаяся, да? Сейчас же ставят плавник, вот такой вот, плавничок, акулий хвост, да? Акулий плавник. А здесь вот именно классическая антенна, такое решение. Визуально, да, не очень смотрится. Единственное, что вот сейчас Hyundai делают все вот на более дорогих уже автомобилях, типа Кретты, Санта-Фе, Тусана, у них идет скрытый порог, то есть дверь открывается с частью вот этого порога, и вы не мораете ноги. Здесь же это бюджетный класс автомобиля, поэтому здесь такой функции нет даже в максималке. Едем. Балас. У нас сразу первым бросается сзади это крюк, очень интересно расположен, обычно где-то здесь они или здесь, то есть необычно, в середине такая петля проушина. Сразу замечаю, что тормозные шланги задние, они сделаны как-то вот, можно чем-то зацепиться, на дороге, возможно. С другой стороны, закрыто амортизатором задним, но все равно, всякое бывает, наши дороги торчат что угодно, можно зацепиться. Тормозишки простой маленький поршень задний, дисковый, кстати говоря, ответ всем японцам в целом. Наручник, тут маленький барабан, тут отдельно получается пружина, отдельно амортизатор. Идем дальше, соответственно, балка. Тут у нас уже идет бак, как на всех, в принципе, переднеприводной конструкции. Интересно сделано, что закрыто все магистрали пластиковой такой защиткой. Глушитель висит довольно высоко, прямо вот хорошо утоплен туда вглубь кузова, днище, я бы сказал. Передний подрамник, собственно говоря, довольно плоский, никаких торчащих штук нет. Шаровые снимаются, тут кольца стоят, то есть они отдельны от рычагов. У нас электрорейка полностью. Собственно говоря, вот единственное, что очень интересно сделано, подушка двигателя, так необычненько как-то. Тут нет защиты, поэтому может она стоять, и тогда вообще будет все очень плоско. Я думаю, она будет идти до сюда и очень плоско. Поэтому нижняя часть только вот самая низкая часть конструкции. Так, в целом, все довольно просто, ничего сложного. Вроде бы машина 21 года, но все довольно просто и
Как, в принципе, на любом другом переднеприводном автомобиле. Едем дальше. Смогу ли я обогнать тихоход? Да, я смогу обогнать тихоход. Как он ведет себя на плохих городских дорогах. Классическая улица, я бы сказал, нашего города. Часто бывают такие дороги, встречаются. И вот, собственно, проверим энергоемкость подвески. Вот небольшие, мелкие ямы как раз. Ну вот ехать, допустим, вот в таком режиме, как все есть на этой дороге, в принципе, вот я еду, комфортно, пробивания нету. Нету переживания, что машина слишком низкая, потому что дорожный просвет довольно внушительный для ее класса автомобилей, поэтому переживать, что что-то шоркнешь, конечно, есть небольшое переживание, но все-таки просвет тут хороший, днище плоское, как мы уже показали, поэтому довольно приятно. Вот мы едем по таким дорогам, по такой дороге, которая именно вот как стиральная доска. Вот мы чуть можем разогнаться и проверить, как это будет. В принципе, пробоев нету. Перейдем к салону автомобиля. Как я уже говорил, двери открываются почти на 90 градусов. Сели мы, значит, сами за собой. Закрываем двери. Вот место. Ну, это я сам за собой сижу. Мой рост 1,80 м. В коленях ничего не жмет. И единственный минус, что нет, конечно, подлокотника. Хотелось бы удобно устроиться. Есть зарядка для наших гаджетов Type-C. Двухступенчатый подогрев сидения, ну и стеклоподъемники. Тут у нас место для бутылочки и кармашек вот с этой стороны. Собственно говоря, все подголовники. И, что немаловажно, свет здесь есть. Это очень хорошо, потому что во многих бюджетных машинах нету сзади света. Здесь он есть, это очень приятная опция. Крючочек, микролифтовые такие ручки. Довольно удобно. Ну, пойдемте вперед. Как я уже говорил, пластик, конечно, в бюджетном классе вы не получите мягкий пластик. Да, есть мягкая вставочка вот из эко-кожи, такая красненькая, но пластик твердоват, конечно. Руль обтянут тоже такой кожей, строчка красная. Здесь тоже также красная строчка. Лакированный такой пластик. Руль. На руле тоже масса кнопок. Здесь у нас, собственно говоря, управление магнитолой, Алисой и всеми делами. Здесь у нас круиз-контроль и бортовой компьютер. Прибор, как я уже говорю, она аналоговая, приятная для всех. Ну, как бы привычная, неприятная, привычная, скорее всего. Я как бы к ней привык, мне удобно читать, когда вот такая приборка. Тут у нас регулировка света, все авторежим, все дела, туманки зад-перед. Тут у нас парктроники, выключение стабилизации системы, там яркость, кнопка старт-стоп, опять-таки с красной окантовочкой. Тут у нас однозонный климат-контроль с подогревом. Это вот климат-контроль, одна зона, а вот тут у нас зона подогревов, то есть у нас тут зоны двухступенчатые передние подогрев сидений, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок омывателя и подогрев руля. Здесь у нас кнопки, привычные кнопки, как бы и крутилки магнитолы, и, соответственно, сама система вот эта с таким дисплеем сенсорным довольно приятно. Здесь у нас две 12-вольтовые розетки и USB-порт. Тут два подстаканника, ручник. Здесь у нас боксик такой, ну, небольшой. В дверях, кстати говоря, удобные боксы для бутылок. Очень важная тема на самом деле. Ну, бардачок, в принципе, такой вот простенький, простой бардачочек. Собственно говоря, все. Ну, вот у нас подочечник еще есть. Ну и свет. И зеркала в каждом козырьке. Тут открывающиеся, закрывающиеся зеркала. Здесь обычное зеркало. То есть все остались довольны. Всем все есть. И сиденье, кстати говоря, из эко-кожи. Водительская регулируется по высоте. И поясничный подпор электрический, то есть валик. И руль, соответственно, регулируется по вылету и по наклону. Собственно говоря, вот такая эргономика у нас, эргономика посадки у нас получилась. Едем дальше. Представили, ребят, что мы на пикнике. Отужинали, солнце к закату, пора ложиться спать. А может ли
Солярис дать нам такую возможность. Давайте проверим. Открываем. Оп. И в принципе человек среднего роста может спокойно поместиться на сложенных задних сиденьях и ноги в багажнике. Удобно тебе? Да, довольно неплохо. Пикничок был знатно, наливаем. Что касается вообще комфорта, да, если смотреть издалека на этот автомобиль, вот на салон, то ты смотришь, да, вроде смотрит все футуристично, но начинаешь трогать эти материалы, ну да, они дешевые, но в этом классе за эти деньги у всех будут такие материалы, поэтому что-то ждать такого прям вау-эффекта не стоит. На ходу же автомобиль хорошо стоит на прямой, хорошая такая рулежка, электроусилитель очень приятно работает в плане того, что он отключает, ну как бы немножко дает вам усилия на скоростях. Если вы же на парковке, очень легко пальчиком крутится руль. Это очень удобная настройка. Очень приятно управлять таким автомобилем. Подвеска работает тоже без каких-либо шумов. Вот мы сколько ездим, уже полдня ездим на этом автомобиле, не было ни намека на пробойку, бабах, такой удар был, не было такого. Да, бывает, местами подпрыгиваешь, но подвеска все стерпливает, сдерживает и приятно. Насчет шумоизоляции сказать. Ну, она на уровне японских автомобилей, опять-таки, которых мы привыкли с вами видеть. Тут также примерно тихо. Да, на высоких оборотах слышно будет двигатель, но это опять-таки не стоит ждать от бюджетного класса каких-то других вещей. Тут будет только так и никак иначе. Тем более за такие деньги. А так, всяких помощников там супер этих наворотов нет. Да, есть камера, есть парктроник задний, передний и в принципе все. Но в городе, я думаю, сильно много электроники, когда вам все помогает, все начинает пищать, немного отвлекает. Отлично подойдет автомобиль для начинающего водителя, который вот получил права и решил быть, так сказать, в ряды автомобилистов, сел за руль, и вот ему очень хорошо подойдет почувствовать габариты автомобиля, поездить там, да, в чем-то он может помочь ему там камера, в чем-то еще, но можно взять и дешевый вариант, допустим, не максимальной комплектации, а в более дешевой, где там механика и все такое, тогда этот автомобиль вообще подойдет отлично, как рабочая лошадка. Здесь же это уже такой люхури бюджет, но приятно, в принципе, находиться за рулем такого автомобиля. Нет такого, что отвращение какое-то после того, как ты поездив на японцах садишься типа в корейц, такой думаешь, нет, что-то не то. На самом деле сидишь примерно так же. Сиденье, кстати говоря, тут даже поудобнее, тут более длинная подушка, сел, удобно, расположился, едешь, все под рукой, все удобно. Приборы не футуристичные, здесь обычная шкала, аналоговые. Мне, кстати, так больше нравится, они более читабельные. И глазу как бы приятнее, нет каких-то переизбыток экранов. Ну и в принципе все. Что еще сказать? Как она ведет себя на трассе? Итак, друзья, какой мы сделаем итог? Этот автомобиль начинается там от 1 000 000 рублей, грубо говоря, до 1 600 000. Это максимальная комплектация, как я уже и говорил. Вы получаете вот такой вот ключ от автомобиля, на котором есть сразу автозапуск, открытие багажника. У вас есть куча опций типа светодиодной оптики современных. Не так, как вот типа на японцах, которые приходят пятилетки сюда, у которых галогеновые фары. Здесь у вас уже диоды, что спереди, что сзади. Да, максималки, опять-таки скажу. Окей, но по цене они очень рядом. Вы получаете, в принципе, комфортный автомобиль, который можно легко использовать каждый день, который беспроблемно вас возит 5 лет или 150 тысяч километров. То у этого автомобиля раз 15 тысяч стоит около 10-15 тысяч, там, в зависимости от, опять-таки, проведенных работ. Двигатель, как я уже сказал, надежный. Шестиступенчатый автомат, опять-таки, гидротрансформатор надежный. Подвеску мы с вами снизу, посмотрели. Все там, в принципе, просто, никаких сложностей каких-то особых нету.
все разбирает, все меняет запчасти. Я не думаю, что проблема с запчастями. Вот мы даже где были, поднимали автомобиль на подъемник, на замене масла, там даже спокойно есть фильтра на этот автомобиль. То есть все, в принципе, доступно. Вся Россия на них ездит, и пробеги совсем другие. Да, у нас условия более суровые, там, зима, но тут есть и подогревы, и все, и люди ездят, их очень много. И говорят, что тепло, летом прохладно. В общем, все плюсы автомобиля. Если вам нужен автомобиль, который вы используете исключительно как автомобиль, передвигаться с точки А в точку Б, вы там работаете на автомобиле, или вы хотите, или у вас предприятие, вы хотите в пресс-парк себе пару автомобилей, пожалуйста, это хороший выбор для таких вещей. С вами был канал Distraction Test. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подпишитесь на Инстаграм, в ТикТок. Всем пока, друзья.